Обзор зарубежной прессы. Сегодня в обзоре. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung 4 февраля 2020 года пишет в статье «Посеять страх». Так же, как и руководство соседней республики Ингушетия, лидер Чечни Рамзан Кадыров подвергался нападкам со стороны Имрана Алиева. Убийство блогера в Лиле. Он открыто критиковал Рамзана Кадырова, главу Чечни. Имран Алиев, как и многие критики, бежал из Российской Республики на Запад. Он жил в Бельгии, получал угрозы, по словам друга, находился под защитой полиции. Может быть, именно поэтому убийца выманил его через границу во Францию. Имран Алиев на прошлой неделе зарегистрировался с еще одним человеком, возможно, также чеченцем, в отеле в Лиле. Сотрудники отеля обнаружили его тело в четверг. Преступление имеет все признаки политического мотива, цитирует французское информационное агентство АФП нераскрытый источник, близкий к расследованию. Блогер получил множество ножевых ранений, нож также был обнаружен на месте. Имрану Алиеву было 44 года, публиковал видео на YouTube под псевдонимом Мансур Старый. В своих видео он критиковал лидера Чечни Рамзана Кадырова и его режим ужаса. Однако он критиковал не только правительство в Грозном. Особенно в соседней республике Ингушетия критически относились к блогеру, который сделал оскорбительные комментарии по поводу ингушей. Чечня и Ингушетия уже давно спорят из-за общей границы. Поэтому существуют различные предположения о мотивах преступления. Чеченский журналист Муса Таипов знал убитого и общался с ним в течение 5 лет в чате WhatsApp. Таипов живет в Страсбурге и пишет об Алиеве, как о трудном, но искреннем человеке и что он был болен. Под влиянием лекарств он иногда говорил то, что заставляло одних выступать с нападками в его адрес, а других это просто смешило. Иногда он советовал Алиеву удалить видео с YouTube. Большую часть времени он следовал его совету. Тумса Абдурахманов, также блогер из Чечни, живет в Польше и сообщил об убийстве на своем канале Telegram. Там он назвал имя человека, которого он считал убийцей, даже его адрес в чеченском селе. В середине января мужчина вылетел в Испанию, затем в Берлин и оттуда в Бельгию. Предполагаемый убийца жил у Алиева в течение недели, прежде чем они уехали в Лиль. Там преступник подсыпал своей жертве снотворное, прежде чем зарезал его ножом. Затем он сел на поезд до Берлина, потому что у него там были помощники, а затем отправился обратно в Россию. Абдурахманов не приводит источников своей версии, но он связался через Telegram напрямую с предполагаемыми помощниками в Берлине. Если, как вы утверждаете, вы были использованы и не знали, что помогали преступнику, то срочно проинформируйте полицию в Германии, написал он. На своем канале в YouTube Абдурахманов также утверждает, что информация об убийце была передана немецкой полиции еще до убийства. Цель состояла в том, чтобы посеять страх, говорит по телефону журналист из Страсбурга Муса Таипов. Убитый был больным, скандальным человеком, он не видит причин для его убийства. Цель состояла в том, чтобы писали и говорили меньше, чтобы люди боялись друг друга. Что касается положения чеченцев в Европе, он говорит, что никто не гарантирует им безопасность. Конечно, я волнуюсь за свою жизнь. В последние годы несколько чеченских беженцев были убиты. В августе в Берлине был застрелен чеченец с грузинским паспортом. Погибшие сражались на стороне повстанцев против России во время Второй Чеченской войны. Статья издания Süddeutsche Zeitung от 4 февраля 2020 года.